Сегодня вторник. Всем доброе утро. Если вы только что включили телевизор, в эфире программа «Новый день». Мы работаем в прямом эфире. Всемирный день анестезиолога, который отмечается 16 октября, то есть сегодня, имеет более чем полуторавековую историю. В далеком 1846 году американский зубной врач Томас Мортон провел первую операцию под эфирным наркозом. И с тех пор очень многое в медицине изменилось. И сегодня гость нашей студии, кандидат медицинских наук, президент научно-практического общества анестезиологов, реаниматологов Якутии Афанасий Матвеев. Афанасий Семенович, здравствуйте. Приветствуем вас в нашей студии. Поздравляем с таким прекрасным, замечательным полуторавековым праздником уже. Начнем беседу с того, что в быту существует такое мнение, что анестезия – это очень опасно, и многие отказываются от хирургического вмешательства. Вот расскажите, оправданы ли эти страхи? Вот эти страхи, они в современной медицине, в современной анестезиологии это неоправданно. Во-первых, последние годы, последние 10-15 лет мы применяем уже современные анестетики газообразующие. В связи с этим у нас уменьшается риск осложнений при анестезиологии, при анестезии. И это в частности тоже относится в экстренной хирургии, в плановой хирургии и хирургии одного дня. То есть это пластическая хирургия. Вот мы уже сказали, что многие действительно боятся наркоза. И всегда ли он необходим? Либо, может быть, есть какая-то возможность его заменить чем-либо? Если наркоз, если анестезиолог или хирург вам предлагает анестезию, вот оперативное вмешательство под анестезией, да, это обязательно, потому что риск получения осложнений без анестезии намного превышает, чем без анестезии. Но это особенно касается экстренной хирургии, еще раз повторюсь, да, и плановая, и хирургия одного дня, и детская анестезиология. Ну вот мы сегодня говорим о таких практических, да, советах каких-то, да, и вот что должен узнать пациент у реаниматолога и у анестезиолога, да, и наоборот, во время встречи, что ему должен врач рассказать перед операцией? Когда пациент впервые встречается со своим анестезиологом перед операцией, это бывает при плановой операции, это за 2-3 дня или за 1 день, да, но анестезиолог должен уточнить аллергические реакции у пациента, есть ли аллергическая реакция, какие наследственные заболевания есть и какие сопутствующие заболевания. Первое. Потому что плановой хирургии или хирургии одного дня мы обычно воздержимся, можно говоря, в кавычках, да, у кого есть сопутствующие какие-то хронические заболевания, стадии декомпенсации. Это хроническая почечная недостаточность, хроническая сердечная легочная недостаточность, стадии уже декомпенсации. Экстренной хирургии противопоказаний к анестезии так таковых нет, это уже по жизненным показаниям. А в детской анестезии тоже в экстренном случае нету противопоказаний. Обязательно все хирургические вмешательства должны пройти под понятием анестезии. Обязательно под наркозом. Очень часто возникает такой вопрос у пациентов, да? Есть такое понятие, как в медицине, как общий и местный, да, наркоз. И говорят, у вас будет там местный наркоз, а некоторые, местный это значит какая-то часть, да, локально, и общий, когда весь человек полностью спит, да. И некоторые пациенты хотят сделать наоборот, то есть если местный, то общий, а некоторые наоборот. А можно ли заменить общий наоборот местным? Вот здесь какие-то есть, я не знаю, опять же, показания к этому, либо нет, где-то обязательно это, либо можно где-то воспользоваться тем или иным способом? Если смотреть со стороны классификации наркоза, да, мы различаем два вида наркоза, можно говоря, это ингаляционный и неингаляционный. Но я должен вас предупредить своих пациентов, будущих пациентов и вообще людей, да. Все-таки люди смотрят, читают, развивается в последнее время интернет. Туда могут попасть информация, которая от дилетантов, так называемых, да. Все-таки люди сейчас читают, умеют читать, развиваются, но все-таки они могут дать какие-то дилетанты советы. Желательно лучше обратиться то, что предлагает ваш анестезиолог, ваш врач, выбрать тот наркоз.
Афанасий Семенович, ну я думаю, что мы сделали главный вывод о том, что всегда нужно обращаться к врачу, доверять ему. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Поздравляем вас и ваших коллег с праздником.